25 сентября администрацию села Кумух посетила делегация во главе с президентом фестиваля документального кино «Человек и война» Вадимом Белолуговым. Поводом послужил документальный фильм Ахмада Алишаева «История Кумуха». В Екатеринбурге с 2007 года проводится открытый фестиваль документального кино «Человек и война». Фестиваль посвящен в самом широком понимании этой большой темы. И в 2008 году, как я уже сказал, благодаря очень-то печальному поводу, мы познакомились с телекомпанией ТВ-4. Я узнал о том, что у журналиста Тула Алишаев, и узнал о его фильме «Обыкновенный ваххабизм». И уже в 2008 году этот фильм участвовал у нас на фестивале в декабре месяце и стал обладателем главного приза в номинации «Профессиональное документальное телевизионное кино». По окончании фестиваля мы единодушно приняли решение об учреждении приза имени Абдуллы Алишаева за мужество и гражданскую позицию. Надо отметить, что обладателями приза стали трое представителей Кавказа. Это Надежда Гурьева, учительница из Беслана, Заргана Пендиева, жительница города Шали, а также Муслим Дахаев, наш земляк. Впоследствии обладателями этого приза стали Муслим Дахаев и его боевой товарищ Сергей Сковородин, которые проявили себя в Наволакском райотделе в 1999 году во время нападения боевиков на Дагестан. Одним из обладателей этого приза является мексиканский журналист Рауль Фахардо Ортис, который неоднократно снимал фильмы о событиях в России. И вот, пользуясь случаем, находясь в Лакском районе, находясь в Кумухе, я хочу вручить диплом фильму «История Кумуха», все очень к месту, видите, и хочу вручить диплом участника, автору фильма Ахмаду Алишаеву. Замглавы администрации выразил глубокую благодарность всем собравшимся, а также вынес отдельную благодарность организаторам фестиваля в лице Вадима Белолугова за то, что их выбор пал именно на фильм о Кумухе, что немаловажно для всего Лакского района и для республики в целом. Наверное, Казикумух заслуживает, чтобы такие фильмы создавались. Люди должны знать, тем более наше подрастающее поколение, потому что то, что здесь сейчас в республике происходит, да и в районах происходит, это наша общая беда. Потому что наши молодежь не знает нашу историю. Они должны расти патриотами. Если они будут знать нашу глубокую историю, как жили наши предки, как дружили наши предки, такого, как сейчас происходит, текущая война, но с той и с другой стороны убивают наших ребят, дагестанцев, которые должны создавать наш кинофонд. Они должны воспроизводить, они должны учить население республики, они должны работать на благо республики. Вот вся наша беда, что мы не даем своим детям воспитания, не говорим о наших истоках, откуда мы, как мы до сих пор жили. Мы жили в бедноте, сейчас в достатке мы живем. Мы жили в бедноте, но жили в дружбе. А сейчас и богатство, в каждой семье по 2-3 машины, но не можем что-то поделить. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию документальный фильм Ахмада Алишаева «История Кумуха». Приятного вам просмотра!
Страна леков, леки – это значит дагестанцы. Ну, говорят, что будто бы леки, мол, непосредственно от слова лак идет. Но в данном случае вопрос очень сложный, и однословно решить его нелегко. У нас у Плутарха Страбона встречаются термины этнические гелы и леги. Это перед нашей эрой, там, да, гелы и леги. Это значит легии у древнегреческих авторов, леки у грузинских авторов. Но там они конкретно не говорят, что это конкретно лакский народ. Грузины, когда говорят леки, даже в грузинских источниках, Картлис, Хаврайба там, или другие источники, Мокицавы Картлисай, там это леки не является названием конкретно одного народа. Оно идет как общее название всех дагестанцев. И, соответственно, лекети. Несомненно, под лекети могло быть подразумеваться и сарир, наиболее крупное объединение. Страна леков, Кавказская Албания, как государство уже в I-II веке до нашей эры была влиятельной политической силой на территории Дагестана и Закавказья. Албаны говорили на 26 языках и образовывали федерации со своими правителями, где над всеми стоял один царь. В I веке до нашей эры народы Албании вместе с народами Армении и Грузии вели героическую борьбу против вторжения римлян в Закавказье. Надо отметить, что это был свободолюбивый народ, и история знает немало героических сражений за независимость с греками, гуннами, армянами и другими народами. В VI веке Кавказская Албания, не выдержав более столетней войны с Персией и под ударами гуннов, греков и армян, распалась. В 667 году, ввиду хазарских набегов, один влиятельный местный правитель Джаваншир, который нанес ряд поражений персидским войскам и освободил захваченную персами землю, едет в Дамаск к правителю арабского халифата Муавия I, чтобы заключить военный союз против хазар. Халиф признает Джаваншира правителем и в знак уважения одаривает его различными подарками. Это был выдающийся правитель и дипломат, который, сражаясь против персов и хазар, умело заключал тактические союзы с одними своими врагами против других. Тем самым он смог уберечь родной край от завоевания и сохранил его независимость. С VII по XII века в горах Северо-Восточного Кавказа складывается государство, известное под названием Сарир, что на арабском языке означает «трон». Это отнюдь не оригинальное название страны, а всего лишь сокращение от титула «Сахиб ас-Сарир», которое арабы дали владетелю общедагестанского государства, фигурирующего во всех источниках наряду с царством Алан, Хазарским Каганатом и Киевской Русью. Ну, я знаю, это было очень большое государственное объединение, с которым считали все соседние страны. Там, да. Все, насколько известно, имели дело с этим большим государством. Оно было очень таким боеспособным, могло выстроить войско, имели отношения с сопредельными странами, имели отношения и с Грузией, соответственно, и с теми, кто наступал с юга. Оно существовало как, можно сказать, сложившееся государство со своим таким аппаратом, со своей структурой. И так как оно попало и соответствующие документы, там источники, можно сказать, что это да, это состоявшаяся история Дагестана, там, государственное объединение. То есть не маленькое княжество, а довольно большое государство. Предположительно, что туда входил чуть ли не весь Нагорный Дагестан. Это современные почти все аварские районы, в том числе Кумух. Там начинают говорить иногда, что это Туман назывался, Гумик назывался. Это все может быть одно и то же, потому что само по себе Гумик это был центр определенной области, и его распространение на всю Лакию возможно. Кстати, в тогдашних документах там территория Лакии идет как Гумик. Да. А для Кумуха, судя по всем этим сведениям, было другое название – Кайбуди. Там, да. В старину, мол, значит, Кумух назывался Кайбуди. А Гумук – это была территория общая, название, Лакской территории, да. Потом, вполне говорят, возможно,
это название перешло и на главный аул, на главный центр жителей этого региона, то есть лакцев там, да. Арабские источники сообщают, что Гумик – это крепость и казнохранилище царя Сарира. В них также говорится, что у царя Сарира есть крепость, называемая Гумик. Она находится на вершине горы, окруженная стеной из камня. В VII веке на его территории начинает распространяться ислам. Это была первая волна арабских миссионеров, период похода в Масламы, который назначил Кадия для обучения жителей обрядам новой веры. Кумух становится одним из центров распространения ислама. Ислам распространяется не сразу и не одновременно, а можно проследить по источникам, как бы он идет волнами. Одна волна, вторая волна. Положение осложнялось тем, что на территории Дагестана, в то время, когда арабы подошли к Дербенту, здесь существовало мощное хазарское царство. Здесь почти более века шли арабо-хазарские войны, и поэтому вот этим и объясняется такое длительное распространение ислама. А непосредственно говоря о проникновении ислама в горные Дагестана, и в частности, если мы ведем сегодня речь о Кумухе, о лакских землях, и если мы посмотрим географическое расположение Кумуха, мы увидим здесь, что Кумух, отвечая, очень удобном месте расположен. Здесь это как бы узел ворот. Идут дороги и в Аварию, и в Южный Дагестан, и Даргинские земли, и оттуда далее на плоскость. И по последним данным можно сказать, что именно был там оставлен гарнизон арабов. Кумух становится основным форпостом ислама в Дагестане. В 777 году завершается строительство Джума-мечети. На внутренней стене сохранилась надпись: в 160 году хиджры священную мечеть построили они ради благочестия перед Всевышним. Абу Муслим, да будет над ним милость Аллаха. В 825 году хиджры, в 1529 году по Григорианскому календарю в надписи были сделаны некоторые исправления. В дальнейшем надписи не раз обновлялись в ходе ремонтных работ. Написано о том, что по указанию Абу Муслима Муршида построена эта мечеть. Потом здесь указано имя Мухаммад хана. Он ремонтировал, реставрировал там кое-какие части этой мечети. Это указано в 825 году. Причем эта надпись, которая дает эти даты, она фактически сделана при последней реставрации Джума мечети. И сделал ее Абдул-Халик Кажлаев. Он был очень хороший каллиграф, известный. И вот это его рукой сделанная дощечка, и там сказано, что она была, отреставрирована при Мухаммед-хане, сыне Сурхай-хана I, потом дальше еще, и последняя реставрация в конце XIX века. В конце XIX века ее значительно подняли и покрыли крышу металлическую. Ее обновили буквально лет 10 тому назад. Так что там постоянно шло какие-то... В том виде, каком была Казикумухская мечеть, она не сохранилась. Какие-то строения внутренние, может быть, есть, но для этого нужны очень серьезные анализы. По своему архитектурному стилю она относится к самому раннему этапу строительства мечетей. Это и купол круглой формы, и отсутствие минаретов, их стали строить значительно позже. В центральной ее части есть второй этаж с каменной лестницей. На передней части михраба есть надписи на арабском языке. Рай – это дом щедрых людей, а ад – скупых. А также некоторые аяты Корана. Помимо резных окон для освещения, есть и акустические углубления, служившие своеобразными динамиками, чтобы прихожане могли слышать речь имама в любом уголке мечети. Пол выложен тесанным камнем, напоминающим плитку нашего времени. После реставрации был сделан деревянный настил для удобства и тепла. Также имелся бассейн с проточной водой для омовения. К сожалению, с годами от него ничего не осталось.
ранее я говорил о том, что был арабский гарнизон на территории Кумуха. Конечно, без мечети этот арабский гарнизон, арабский отряд там существовать, жить там не мог. Скорее всего, на месте вот этой сегодняшней большой джума мечети стояла маленькая молельня, которая была построена. Какие, например, основания есть у нас это утверждать? Вот многие ученые говорят о том, что вот, не могла она быть построена в то время. Да, конечно, такая, как она сегодня стоит, эта большая джума мечеть, конечно, в 8 веке ее такой не было. Вот недавно были обнаружены архивные надписи из Кумуха, из Грузии, которые там в фонде Кикилидзе. И вот к тому же вот периоду, вот 777 году вот, современного летоисчисления относятся еще 3 надписи, которые были найдены там в свое время до революции. И там вот где-то 778 год строительство каких-то ворот, который построил некий Амар. Потом строительство родника тоже к этому же периоду. То есть, если вот мы возьмем вот эти строительные надписи на арабском языке того периода, вот какие-то ворота строятся, какой-то родник строится. И неудивительно, что и мечеть была построена. Именно к этому времени относятся многочисленные записи арабских биографов, в которых говорится о том, что в Дагестан было отправлено значительное количество арабских переселенцев. Только в Дербентском районе осело около 24 тысяч семей, которые строили города и населенные пункты, обживая этот горный край и одновременно распространяя ислам. И неудивительно, что часть из них попадает и в Гази-Кумух. Именно тогда начинается строительство мечети, о древности которой свидетельствуют сохранившиеся небольшие углубления в стене по обе стороны михраба, называемые арабами максурами. В них можно было свободно, уединившись от посторонних глаз, заниматься богослужением. Как элемент архитектуры, такие помещения встречаются только на ранних этапах строительства мечетей, как на территории халифата, так и в других местах. По истории мы знаем, и на халифов, и на крупных военачальников ислама совершались покушения. И бывали так, что убивали во время молитвы. Различные сектанты, там хариджиты, карматы и так далее, которые возникли, они их убивали. И вот эти максуры, они возникли именно в тот период, когда надо было их обезопасить. Там в этих кельях помещалось для молитвы, особенно в пятницу, чтобы сам там либо халиф, или такой военачальник, или политик исламский, он сидел, и он был защищен сзади. И еще сзади сидели еще более приближенные к нему люди, то есть убийцы, чтобы воспрепятствовать доступу к этому. И вот где-то 13 век, 13-й, начало 14 века, уже надобность вот в таких максурах, мечетях отпадает. И они как элемент архитектуры, они из мечетей уходят. А вот Кумухи она как было, так и осталось. И вот этот элемент, конечно, свидетельствует о том, что вот о древности этой постройки. Распространяя ислам, арабы не встретили в лакских селах такого противостояния, как в других районах Дагестана. Им достаточно было объяснить основы новой для горцев религии, и число мусульман увеличивалось. Гази-Кумух становится одним из цветущих центров арабоязычной культуры. Исторические материалы, в частности «Тарих Дагестан», подтверждают, что ислам распространялся в Дагестане лакцами. Лакс был оплотом многих средневековых мусульманских ученых. Здесь похоронен предводитель газиев Амир Каландар, сын султана Хайдара, сельджукского правителя, посланный сюда из Мекки в XI веке. Он поднял кумухцев на Газават и стал с их помощью распространять веру среди других народов Дагестана. Тогда же к его названию было добавлено слово «гази», то есть «борец за веру». Где-то можно предположить, что вот Гази Каландар, деятельность которого относится, если первые письменные, это к 1107 году современного летоисчисления, он прибывает в Кумух во главе своего отряда.
И здесь он, когда он прибыл в Кумух, он здесь обнаруживает уже, что к этому времени в Кумухе сложилась мусульманская община. Потому что в одной из летописей там упоминается, что прибыл Гази Каландар, взял с собой лакцев, которые были уже мусульманами, и вначале обратил в ислам лакцев, которые не были еще мусульманами. А потом далее он начинает уже распространять ислам за пределами территории, расселенных лакцами. Вот, в частности, в той же хронике сообщается, что он исламизировал кубачинцев, он же исламизировал усишинцев и дальше в аварские земли на территорию западного Дагестана. Его могила или остатки от могил в Кумухе сохранились, и это очень отрадно. Хотя, конечно, может быть, он там и не похоронен, потому что его, как утверждают старики Кумуха, переносили. Находилась эта могила значительно дальше, где Сурхаевская мечеть, чуть-чуть в этих местах. Там было кладбище, оттуда его сюда на окраину переносили. Но факт то, что с большущим почтением казикумовцы относились к тем людям, которые их просвещали. В процессе просвещения пограничные посты арабов превращаются в суфийские центры обучения и практики. Как отмечает в своих работах Амри Шейх Саидов, заведующий отделом восточных рукописей ДНЦ РАН, распространение ислама во всем регионе проходило в широких масштабах в рамках суфизма. История суфизма, в частности в Дагестане, это история тысячелетней идеологической и политической общественной жизни нашего народа. Обойти этот вопрос никак нельзя. Сейчас невозможно изучать ислам, не зная суфизм. Ученые установили, что когда ислам начал расширять свое пребывание в Дагестане в X-XI веках, этот процесс шел в форме распространения суфизма. По данным некоторых источников, во время нашествия монголо-татар в XIII веке многие поселения нынешнего Лакского района были разрушены. Но это не сломило горцев. Наоборот, на его территории начинает формироваться казикумухское шамхальство, в котором образуется единое экономическое пространство, неизвестное доселе в этих регионах, с узкой специализацией сел. По сути, каждый аул – это цеховая организация, отвечающая потребностям внутреннего рынка. Через Кумух также проходила одна из ветвей Северного шелкового пути. Сюда съезжались купцы из Бухары, Стамбула и Индостана. Не зря у горских народов вторым названием Кумуха, где каждый четверг проводилась ярмарка, становится большой рынок. В то время это был очень большой, крупный центр. Посмотрите, туда подходят разного рода 9-10 дорог. Многие там насчитывают 3-4 дороги, а я могу наизусть назвать 8-9 дорог. А что эти дороги были не такие, как современные, или не арбыния дороги, это уже совершенно другое дело. Для горца достаточно бывало, что если он с какой-нибудь поклажей мог пройти, потому что для него большое вооружение совершенно не нужно было. Вот. Поэтому и все стремились туда. В середине XIII века на территорию Дагестана хлынула новая волна арабских миссионеров. В Гази-Кумух съезжаются ученые, распространявшие среди горцев знания – математику, астрономию, химию и другие науки. Одним из них был ученый-правовед Ахмад бин Ибрахим бин Мухаммад аль-Казикумухи ад-Дагестани аль-Хасан аш-Шафии, родословная которого идет от внука пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Хусейна, да будет доволен им Аллах. Это крупный религиозный деятель, мударрис, ученый, суфий, переписчик рукописей, известен как автор ряда сочинений по догматике, мусульманскому праву и суфизму, знаток хадисов. До переезда в Гази-Кумух его имя было широко известно в Багдаде, где он занимался преподавательской деятельностью. Некоторое время жил в Йемене, работал преподавателем в Египте, в университете Аль-Азхар в Каире. Затем, по приказу правителя Египта, прибыл в вилаят Гази-Кумух. Здесь он женился, и у него родилось 5 детей.
Его потомки до сих пор живут в Кумухе, бережно храня те немногочисленные семейные реликвии, как эти четки, которые некогда держал в руках их предок Ахмад Аль-Ямани. Дед однажды нам говорит с братом, что у него предки Яманы. Он сам тоже такой смуглый был. Потом мы смеялись, как может быть Ямани, мы чисто кумухские и так далее. Он говорит, Ямани были мои предки. У нас, он говорил, пурман, по-моему. Этот какой-то предмет или бумажка была, документ был, я не знаю. Мы, говорит, это показывали в мечеть, и нам, говорит, продукты давали оттуда, говорит. Продукты давали, говорит, потом с ихнего тухума мужчина по неосторожности убил другого мужчину, у того сироты остались. Им, говорит, кушать нечего было, говорит, мать пошла, говорит, вот этот документ отдала им, говорит, чтобы они могли эти продукты получать с мечети и кормиться этим делом. Что касается вот Ахмада Ямани, о котором вы упоминаете, он прибыл если мне память не изменяет, в 1428 году, 29 году. В Дербент, когда он прибыл, ему сообщили, что самым крупным центром ислама в Дагестане является Казикумух. Но что, мол, там очень мало ученых. И он приехал туда, и действительно он там остановился, жил. В течение нескольких столетий его семья жила там, его потомки жили. И некоторые говорят, что эти потомки потом один за другим там из-за холеры и так далее скончались, а некоторые кумусы сейчас говорят, вот это продолжатели ихнего рода. Я думаю, что если не прямые, так косвенные потомки все-таки там остались. Еще дед говорил про Саид Ахмада Ямани. Вот, говорит, которые раньше до этого приходили сюда на давят, которые устанавливают мусульманство и ислам в Казикумухе. Они, говорит, принуждением, говорит, силой, говорит, заставляют. А этот Саид Ахмад Аль-Ямани был, говорит, примером подражания. Он, говорит, своим чистым, хорошим поведением людей к этому. И это, помнится, говорит, до последнего времени, говорит, даже рассказывали, какой очень такой добрый человек был, говорит, своим собственным примером вот это. Важную роль играло также и то обстоятельство, что Гази-Кумух был не только религиозным, но и крупным духовным центром, где уже сложились устойчивые традиции фикха, хадисоведения, суфийской и исторической литературы. В Кумухе действовало большое медресе университетского типа, выпускники которого, получив разносторонние знания и отличную подготовку, имели огромный авторитет и были востребованы не только в странах Востока, но и в Европе. Об этом можно судить и по книгам, по которым велось обучение в этом учебном заведении. К сожалению, из огромной библиотеки мало что сохранилось, но и из того, что дошло до нас, можно судить о многом. Вот, наверное, классический набор, вот там фикх, изучение Корана, правила чтения Корана, это входило в обязательный курс медресе. Изучались еще и языки. Вот на каком основании мы можем сделать этот вывод? Вот перед вами вот два, как бы говоря, классических вот словаря арабского языка. Сахих он называется, это вот рука Ахмада Йеменского самого, это классический энциклопедический словарь арабского языка, где дается арабское слово и объясняется, комментируется. Вот. Посмотрите, это все где-то 15 век. И это находилось, и это изучалось активно, вот даже посмотрите по следам вот книг, сколько она перелистывалась, изучалась и так далее. Да. Вот здесь мы видим руку самого Ахмада Аль-Ямани, где он пишет, как он попал в Дагестан, своя родословная и так далее, где у него, когда родились дети, когда он попал в Дербент, когда он попал в Казикумух и так далее. Это вот его рука. Изучались в Кумухском медресе и математика, геометрия и так далее. Вот свидетельство об этом, вот тот же трактат того же времени принадлежит Ахмаду Аль-Ямани, вот исчисление площадей. Математический трактат, вот как исчислялись площади, вот, опять-таки мы видим.
То есть, посмотрите, здесь не только религиозные дисциплины изучались и математика, физика, астрономия, химика. То есть весь комплекс наук, который был тогда возможен, изучался в Казикумовском медресе в 15 веке. И я думаю так, что основателем Казикумовского и медресе, и основателем и зачинателем тех научных традиций, ученых традиций, книжных традиций Кумохи был именно Ахмады Аль-Ямани. Вот мы возьмем другой сборник, тоже принадлежащий руке Ахмада Аль-Ямани. Это сборник по правоведению. Здесь вот различные фетвы, юридические прецеденты, как тот или иной вопрос решается. Отсюда же мы узнаем, что Ахмад Ямани прекрасно владел и персидским языком, потому что здесь несколько фетв написаны на персидском языке. То есть В 1941 году я поступил на работу в сапожную артель в Кумохе. Сбоку здания артели стоял надгробный камень. Я знал, что там похоронен Гази большого уровня. Ходил туда, Кулгу Алхам читал. Там еще и другие захоронения были. Про них я ничего не знал. Рядом было место, где ишаков привязывали. Поэтому я ходил, присматривал, чтобы было чисто. Потом у нас сменился заведующий. Айгу Гасана и Шаукра перевели на другую работу. Вместо него стал Кура Исмаиль с того же села. Этот заведующий решил расширить артель и начали рыть траншею для фундамента. И эта траншея выходила прямо на могилу. Кура Исмаилу стало интересно, и он, разобрав камни, заглянул туда и увидел нетленное тело. Раньше тоже приходилось слышать, что тела газиев, вали и пророков не гниют в земле. Потом он закрыл могилу, вернул все камни на прежнее место, а стену сделал в стороне от места захоронения. Вскоре ему пришла повестка на фронт. За день до отправки ему приснился сон. Он сам мне рассказывал, как будто все солдаты и другие, кто был рядом, тонут в болоте, кричат, зовут на помощь, и никого вокруг, кто бы мог помочь. Вдруг этот человек, которого я видел в могиле, говорил он, подошел, схватил меня за руку и спас меня во сне. На следующий день всех отправили на войну. Из всех, кого со мной в одной команде отправили, в живых остался только я, говорил он. Вот такое положение. А камни убрал и видел покойника только Мухаммад. Нет, не Мухаммад, его звали Кура Исмаил. Кто рядом были, тоже, наверное, видели. Он мне сам рассказал, что он его видел во сне, она его спас. А откуда спас с окружения? Может, еще что-то рассказывал? Нет, он завтра на фронт должен ехать. Сегодня сон видел, понимаешь? С кем он на фронт попал, все погибли. Он один остался в живых.
После этого случая очень изменился, намаз стал делать, на зияраты в Бухару ездил. Вот такая история. Следует отметить, что в те годы требовалось немалое мужество, чтобы отклониться от генерального плана строительства. Это грозило не только отстранением от работы, но и другими последствиями. Антирелигиозная политика воинствующих атеистов была нацелена на то, чтобы придать забвению имена духовных лидеров и лучшие традиции наших предков. Хвала Всевышнему, сохранившему до наших дней этот зиярат, с которым связано множество удивительных историй. Рассказывают, что некая женщина, долгие годы ухаживая за местом захоронения яманитов, страдала тяжелой болезнью, о которой предпочтительнее умолчать. Каково же было ее удивление, когда она, придя в очередной раз на осмотр к врачу, узнала, что от ее болезни не осталось и следа. Вот так баракат любимцев Аллаха, которым без сомнения является и Ахмад аль-Ямани, даже после их смерти помогает людям. Старожилы знают еще немало историй, связанных с этим удивительным человеком. Видимо, рассказы о нем дошли и до власть имущих того времени, что вызвало у них немалый интерес. Приехали алимы специально, чтобы расшифровать надписи на надгробном камне, сфотографировали и отправили в Каир. С Египтом тогда была связь. С просьбой расшифровать, кто похоронен и вообще. Пришел ответ, что это потомок пророка, саллаллаху алейхи вассалям, распространявший ислам в Дагестане. Они даже собирались приехать сюда на зиярат. Когда пришел такой ответ, наши, в свою очередь, попросили их пока не приезжать, что они сами скажут, когда приехать. Как-то раз пришли 7 здоровых мужчин и перенесли камень на 5 метров в сторону. Я заходил туда и видел, откуда его вытащили. Была яма, а камень стоял в 5 метрах от нее. Я обложил камнями то место, где находился камень, и отметку поставил, чтобы точно знать и не ошибиться. Все время на кулу ходил туда и сейчас хожу. Когда реставрировали зиярат, я говорил, чтобы камень вернули на место, но меня не послушали. Наверное, придется самому собрать людей, чтобы вернуть камень на его прежнее место. Трудно понять, чем это было вызвано. Может, боязнью, что мощи святого могут быть выкопаны и перевезены в Каир, а может, были и еще какие-то причины. Одним из последователей Ахмада аль-Ямани считается Али Кумухский-старший, ученый, получивший еще при жизни широкую известность во многих странах Востока. Али, большой или старший, неоднократно посещал крупные культурные центры халифата, общался с видными учеными. По приезде на родину он окончательно обосновался в Казикумухе и еще при жизни достиг известности и почета. До наших дней дошли такие его сочинения, как «Фулуки», «Дурр аль-Аскар», «Варир аль-Зафар» и «Мухтасар». О степени популярности последнего говорит тот факт, что и в наше время это, пожалуй, один из самых распространенных трактатов в Дагестане, изданный на арабском языке, а также на языках народов Кавказа. В книге рассматриваются вопросы исламской догматики и права, суть учения суфизма. И по сегодняшний день по ней обучаются студенты исламских учебных заведений на территории Дагестана. من مؤلفات الشيخ علي الغمقي وقبره هناك ظاهر يتبرك به ويزار كذا قال محمد ظاهر الغمقي. Достоверно известно, что в 15 веке жил и творил Али аль-Гумуки, ученый, пользовавшийся еще при жизни широкой известностью, своими знаниями. И он был известен не только в Дагестане, и на Кавказе, и в странах Ближнего Востока. Есть об этом свидетельство. И здесь что надо отметить, что
вот такие крупные личности, масштабные личности для ислама, для науки, они не появляются на пустом месте. Это, чтобы вот такой ученый вырос, это нужна какая-то среда, где он должен общаться, жить, получать знания. И вот я так думаю, что именно те традиции, которые заложил Ахмад Аль-Ямани, вот на этих традициях уже вырос вот Али Старший или Али Большой, Али Аль-Гази Гумуки, который так его называют. По рассказам жителей, в Казикумухе было принято после праздничного намаза посещать могилу Али Старшего для получения благодати. А в засушливые дни на его зиарате просили Всевышнего послать дождь ради милости к душе покойного. И, как утверждает местное население, не было случая, чтобы Аллах не принял эту мольбу и не послал благодатный дождь. Видимо, поэтому, как только наша съемочная группа пришла на зиарат Али Кумухского, началась самая настоящая гроза. К сожалению, часть кладбища, где он был похоронен, не сохранилась. На этом месте в советские времена была построена колхозная ферма, а надгробный камень был использован невежественными строителями, которые положили его в западной части стены. Несмотря на все наши усилия, мы не можем сказать, что нашли именно тот камень. Для этого нужны более квалифицированные исследования и глубокие знания в археологии, истории и каллиграфии. Еще один памятник истории, о котором мы хотим вам рассказать, связывают с именем кумухца Баратова Абдул-Карима Хаджи, жившего в XVIII веке. Это был суфий, ученый-богослов. С целью совершения хаджа он отправился к святыням ислама, остался там и долгое время ухаживал за могилой пророка, алейхиссалату вассалам, в Пресветлой Медине. Примечательно, что в его доме живет Захиди, потомок Ахмада Аль-Ямани. За могилой пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалам, ухаживающий человек, когда его не стало, там претендентов было, говорит, очень много. Потом тамошние алимы и так далее сказали, этот человек сам придет сюда. Когда он поехал совершать хадж, Абдул-Карим Хаджи, каким-то образом, говорит, он оказался, говорит, внутри. И они сказали, говорит, этот человек есть, который и должен ухаживать за этой могилой. И этот человек в течение 25 лет ухаживал за могилой пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Так он и сейчас тоже похоронен на кладбище Аль-Бакия. Вот, который приехал хадж, да, внутри оказался, говорит он, дед рассказывал, так претендентов, говорит, очень много было, говорит, этот будет ухаживать, этот очень почетная высокая миссия, говорит, а этот поехал, говорит, и оказался, говорит, внутри клетки, и сказали, говорит, этот человек, этот и есть. И он 25 лет ухаживал за могилой. Этот талантливейший человек уехал из Дагестана, связал свою судьбу с ухаживанием за могилой пророка и остался там. И когда одни из хаджиев приезжали в те края, а именно Юнусов был такие, Камал, кажется, его зовут, он возвращался назад, он отдал средства и сказал от моего имени построй там, проведи воду и построй. Но эта вода никакого отношения к тому знаменитому водопроводу не имеет. Действительно, на деньги Абдул-Карима Хаджи была проведена отдельная ветка водопровода. К тому времени в Казикумухе уже был водопровод, как отмечают многие исследователи. Но это нисколько не умаляет заслуги этого, без сомнения, великого человека, который, находясь далеко от родины, был чуток к нуждам своего народа. Хочется отметить, что проведенные работы поражают точностью расчетов, ведь в те времена не было ни техники, ни компьютеров, а ведь первые упоминания о Кумухском водопроводе относят к XIV веку. Кумухский водопровод – это знаменитая так называемая персидская или иранская кахризная система, подземные галереи. Значит, где-то далеко от населенного пункта подбирается такое место для подземного резервуара. Видимо, хорошие знатоки бывали там, да. И вот у кумухцев, там, не доезжая до Шалкра, селения, относительно вот Читура, там Тюркалерат местность, там тоже был как будто подземный резервуар этого кумухского водопровода. Приблизительно метров 12-15 глубины. Сперва
яму роют на такую глубину, потом они идут под землей. Через метров 50 опять сверху уже туда. Но как они туда попадали, тоже рассчитать очень трудно. Даже я так для себя думал, может быть, они зеркалом точку давали и туда тоже так рассчитывали. И эта вода протяженностью, наверное, более километра вот так. На глубине 20-30 метров, как утверждают те, которые туда лазят. Но я, во всяком случае, знаю, что нас, детей, пугали: смотри, осторожно, упадешь и так далее. Они бывали или плитами закрыты, или в последнее время даже просто открыты бывали. На кладбище, Шамхальском кладбище, или как называется Кумусы, Семиждальском кладбище, есть несколько вот таких мест, где спускались и вычищали. Ежегодно весной своего рода профилактику проводили. Проверяли, там целостность ли там подземной галереи, нет ли обвалов, не уходит ли в сторону вода, так сказать, и таких подвижных, смелых таких ребят, там 14-15 лет, в колодец спускали, и они проходили всю эту галерею от до. Через каждые 100 метров и, так, знали, где спустить, где подняться там, да. Туннель на четверенках может передвигаться. А по туннелю идут гончарные вот такие трубы, которые собираются внутрь. В некоторых местах каменный желоб идет сверху накрытый плоскими камнями. То есть это была самотеком идет вода. Но я знаю, что также по гончарным трубам Кумухи и канализация была. Это говорили раньше. Раньше ни одно вот этот с крыш вода на улицу не шло, говорит. У всех вода во двор, из двора центральная канализация. Даже в данный момент сохранилось место на главной дороге, там Касулкулла называется. Вот туда выходила, говорит, и человек непосредственно, который в эту канализацию заходил, говорит, чуть-чуть пригнувшись, арочный такой проем, говорит, можно пройти от начала Кумуха до самого верхнего конца. Там 4 и вроде 4 параллельных ряда, вот так, которые примыкают туда, все канализационные дела, вот такие. И водопровод, и канализация с использованием гончарных труб функционировали уже в XIV веке. Можно смело это утверждать, поскольку трубы проходили под землей, где находится кладбище, а первые захоронения датированы именно XIV веком. Следовательно, водопровод проложили раньше, чем здесь стали хоронить людей. К сожалению, до наших дней мало что сохранилось, но еще на заре коллективизации эти источники прекрасно работали, и представители старшего поколения помнят эти места и даже вкус той воды. В годы индустриализации началось строительство и расширение дорог с использованием тяжелой техники, самосвалов и тракторов. И, видимо, подземные каналы, по которым шла вода, просто засыпало. К местам, где находились источники, проложили обыкновенный водопровод, и сельчане по-прежнему здесь набирают воду для своих нужд. Мы находимся с вами у одного из 5 сохранившихся зилу в Казикумухе. Зилу – это такое сооружение, где находилась проточная вода, люди могли спокойно спускаться, набирать воду и использовать в своих естественных нуждах. Примечательность этого зилу в том, что вот справа от меня вы видите есть небольшое углубление и арка. Там по ступенькам, когда спускаешься вниз, небольшой типа бассейна такое углубление, где проходила проточная вода. Любой человек мог спуститься туда, умыться, совершить омовение и так далее. А слева от меня находится строение, в котором 2 комнаты. В одной комнате человек мог зайти, снять свою верхнюю одежду, а в следующей комнате уже была мечеть с михрабом, где можно было совершить намаз. Также примечательно это зилу еще тем, что здесь находили приют оставшиеся на дороге путники. Они могли спокойно прийти сюда, умыться, провести ночь и продолжить свое путешествие. Надо отметить, что такое положение характерно для многих памятников прошлого. Некоторые из них пытаются реставрировать силами джемаатов сел, другие остаются забытыми, поскольку о них нет никакой информации, а люди, что знавшие о них, давно уже перешли в мир иной. После смерти о людях судят по их деяниям. Что касается людей, о которых мы рассказали, они оставили наилучшее наследие.
Родной край, где, как и много лет назад, горцы могут свободно жить и пользоваться многочисленными благами, которыми Создатель одарил нашу землю. Дом, в котором прихожане обращаются к Господу в дни печали и радости. Книги, по которым приобретают знания молодые люди, потомков, которые бережно хранят и чтут память своих предков. Не это ли лучшее, что можно оставить после себя? Что же остается нам? Лишь бережно хранить это наследие наших отцов и дедов и, в свою очередь, передать это нашим детям. Да одарит Аллах нас разумом, чтобы мы смогли сохранить и приумножить те блага, которыми наделил нас Всевышний. Аминь. you